Люди часто оказываются в ситуации, когда в силу загруженности пропадает эмоциональный задор для того, чтобы делать что-либо. Такая ситуация может стать привычной, и человек может постоянно что-то откладывать. Допускать этого ни в коем случае нельзя. Для этого необходимо научиться рефлексии. Это способность регистрировать собственные чувства и эмоции и отмечать то, что с вами происходит на данный момент. Если вы понимаете, что какая-то работа или какое-то действие вызывает у вас неприятные ассоциации, нужно это отметить и запомнить, что вот с этим действием у вас связано какое-то сопротивление и какой-то внутренний запрет. Затем необходимо определиться с тем, кому это занятие или деятельность необходима. Если они необходимы вам, то вам нужно определиться с тем, чем вы готовы пожертвовать, что вы готовы сделать для того, чтобы добиться этого. Если же это необходимо кому-то, то вам нужно определиться и понять, к какому образу вы следуете, для чего это необходимо. Ну, вот такой распространенный пример, когда люди следуют жизненному сценарию своих родителей, находясь в других ситуациях, когда уже необходимости и возможности заниматься тем, чем занимались родители, нет. Если вы все же понимаете, что ваше настроение падает в связи с какой-то деятельностью, которую вам все-таки необходимо сделать, в таком случае нужно просто поменять алгоритм действий и своего поведения в этой связи. Разбейте это действие на несколько составных частей и занимайтесь им дозированно, но регулярно. Также не стоит требовать от себя слишком многого. Завышенные требования к себе приводят к тому, что вы не цените и обесцениваете те результаты, которых вы можете достичь. А ведь промежуточные результаты очень важны. В этой связи важны теплые отношения с близкими родственниками, которые смогут поддержать, в конце концов похвалить, как-то эмоционально оценить результаты ваших действий. Также важно закрепить, как-то вот отметить эти результаты. Предположим, если я планировал записаться в какой-то клуб, то очень важно, и были сопротивления для того, чтобы этого сделать, очень важно объявить о том, что сегодня я сделал первые шаги и ознакомился, по крайней мере, с прайсом или получил купленную карту. Таким образом, для того, чтобы заняться чем-то, что вас удручает, необходимо сначала переключиться на что-то нейтральное, а затем вернуться к прежней деятельности, но дозированно и с прагматичным подходом. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующих выпусках.